Таджикистане на данный момент реализуются государственные инвестиционные проекты на общую сумму 30 миллиардов 5 миллионов самани. Из 69 проектов 12 являются кредитными, 23 грантовыми и еще 34 проекта со смешанным финансированием, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом. В рамках этих проектов с начала их реализации до начала текущего года освоено 15 миллиардов 5 миллионов самани или 1 миллиард 64 миллиона долларов, что составляет 50,7% от общего объема проектов. В частности, в прошлом году освоено 418 миллионов 600 тысяч долларов. На стадии запуска находится нефтеперерабатывающий завод ТК Ойл в свободной экономической зоне Дангара. Таджикско-белорусская ЗАО «Агротехсервис» отгрузила первую партию сельхозтехники в Узбекистан. 4 трактора «Беларусь-82-1» и 4 трехколесных трактора «Беларусь-80Х», сообщает подробно.уз. Совместное предприятие Беларуси и Таджикистана в Гисаре планирует продолжить поставки этих моделей в Узбекистан, а также наладить поставки тракторов «Беларусь-512» в Афганистан и Пакистан. Вторая линия предприятия была запущена в конце сентября. С начала 2018 года на предприятии было собрано 106 единиц сельхозтехники, в том числе 84 трактора «Беларусь-82-1», 10 тракторов «Беларусь-80Х» и 10 прицепных тракторов «Беларусь-512». Информационное агентство «Авеста». 4 звуковых выпуска в день, и все это для тебя. Свыше 915 миллионов 400 тысяч самани планируется выделить из госбюджета Таджикистана на развитие сельского хозяйства, рыболовства и охоты в текущем году, по данным Министерства финансов республики. В эту сумму также входит реализация инвестиционных проектов в указанных сферах. По данным источника, с целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности за счет реализации государственных инвестиционных проектов из государственного бюджета в период независимости направлено более 12 миллиардов самани. Между тем, эксперты отмечают, что для развития сферы необходимо придавать больше значения вопросам хранения и переработки сельхозхозяйственной продукции. Сумма экспорта хлопковолокна в прошлом году составила около 150 миллионов долларов. Инженеры компании «Мегафон Таджикистан» запустили новые базовые станции 4G сразу в нескольких районах Атлона. Тысячи жителей региона получили доступ к таким же высоким скоростям мобильного интернета, как в областном центре. Как сообщает пресс-служба компании мобильной связи «Мегафон Таджикистан», для жителей районов Кушоньон и Хуросон запуск новых станций 4-го поколения стал новогодним подарком. Если раньше они могли пользоваться 4G интернетом только в административном центре Хатлонской области, городе Бахтари, то с конца декабря высокие скорости доступны им дома. Еще несколько базовых станций запущены компанией «Мегафон Таджикистан» в Бахтари и районе Дангара, что позволило увеличить здесь территорию покрытия сети 4-го поколения. Информацией сыт не будешь. Будешь информирован, если даже не сыт. Информационное агентство «Авеста». Национальная сборная Таджикистана по футзалу провела первый товарищеский матч футбольной сборной Турции. Как сообщает официальный сайт ФФТ, игра прошла накануне 9 января в городе Эрзинджан. Встреча завершилась со счетом 6-1 в пользу хозяев. У сборной Таджикистана единственный гол на свой счет записал Парвиз Рахматов, выступающий за Худжанский Сепар. Для Рахматова это был дебютный матч за национальную сборную Таджикистана. Сегодня, 10 января, сборные Турции и Таджикистана проведут повторный товарищеский матч в городе Эрзинджан. Встреча начнется в 17:00 часов по местному времени, в 19:00 по Душанбинскому.